Итак, дорогие дамы и господа, леди и джентльмены, любители боев без правил, ну и, конечно же, профессионалы тоже, зрители, представители Федерации WF, основные судьи, боковые судьи. Мы очень-очень рады всех вас поприветствовать на 52-м турнире WF, а именно Selection 14. И под ваши бурные аплодисменты встречаем первую пару весовой категории 61 килограмм. Синий угол. Его рост составляет 173 сантиметра. Представитель команды «Легион». Тренер Султанбаев Азамат Джунусов Эльдияр. Под ваши бурные аплодисменты. Уроженец города Ош, Карасу. Рахманов Махтебек! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала НТС Sport World Thai Federation, турнир Selection под номером 14, который проходит нынче в городе Волжской области, в Акжаре. И на этот турнир собрались все претенденты, скажем так, на большие титулы. Среди них и наш первый боец сегодня, Махтебек Рахманов. Будет он драться с Айбекулу Баишем, прошу прощения, с Казбековым Демишбеком. Бой в весовой категории до 61 килограмма, легчайший вес. И сегодня мы с вами понаблюдаем за интересными противостояниями. Вообще, сама по себе картинка эксклюзивная, впервые и единственная. Мы покажем на телеканале МТС Спорт эту трансляцию. И, собственно, у микрофона с вами комментатор Дидар Есемов. Давайте непосредственно наблюдать. Неплохая атмосфера сегодня у нас в Акжаре. И действительно народу собралась уйма. Понятно, что допуск к соревнованиям зрителям непосредственно клетки был свободный, как это зачастую проходит в региональных соревнованиях World Thai Federation. И несмотря на это, бои очень крутые. Давайте послушаем ведущего. Его соперник в весовой категории 61 килограмм. Его рост составляет 167 сантиметра. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо 2017. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо 2018. Команда Аль-Фатих, тренер Паизов Чингис, уроженец Джалабадской области. Встречаем Казыбеков Дженгизбек! Ну и вот, собственно, всю информацию про второго бойца мы сейчас услышали от ведущего Карата Хусенова. 167-сантиметровый боец. И именно этим боем открывается турнир WF Selection номер 16. И бойцы сегодня заявят о себе во весь голос. И, возможно, в последующем будут получать приглашение на турниры World Thai Federation, на турниры Pro Fight, возможно, даже Global. Но это такой старт пути. Оба бойца являются титулованными в любительских видах спорта, скажем, в своей любительской карьере. Например, тот же Казбеков Демишбек, как я сказал, ведущий, является чемпионом по боевому самбо, чемпионом страны дважды. В 2017-2018 году Демишбек добивался подобных достижений. И настрой у него сегодня боевой, но оппонент, конечно же, безусловно, очень серьезный боец, скажем, которому будет сочувствовать местная публика. В любом случае, является он представителем Волжской области, Карасу. Ну и совсем скоро первый бой стартанет. Поприветствуем рефери в октагоне. Арапаул Утугуль. Отправился в красный угол, его оппонент Бойцы в середину. в углу синем. Бойцы, слушайте мою команду. Когда стоп, команда была сразу становится. Затылок, позвоночник, пах, не бьем. Соблюдайте правила. По углам.
Ну и вот последнее наставление от рефери. И совсем скоро бой начнется. Ожидается бой действительно горячим. Противостояние двух спортсменов, которые наверняка себе хотят сделать карьеру в боях, в смешанных единоборствах. Вообще, сами турниры, давайте после гонга, пошел отчет. Вообще, оригинальные турниры селекшн, региональные чемпионаты, которые проходят в различных странах Средней Азии, зачастую у нас в Кыргызстане, конечно же, и в первую очередь. Турниры селекшн направлены на поиск и подготовку перспективных спортсменов. Победители, в свою очередь, получат возможность представлять себя и свою страну на международном турнире класса WEF Pro Fight и впоследствии бороться за пояс чемпиона по версии Pro Fight. Пока не самые активные действия от Махтыбека, он больше такой в полупозиции, занял середину октагона. Джейнишбек крутится вокруг своего оппонента, но также не приступает к особым действиям. Вот сейчас рефери подошел, чтобы немножечко взбодрить ребят. Нужно, конечно, давать зрелище. Вся эта масса людей, которая пришла поболеть, прежде всего, за красивые бои и за развитие этого спорта, это не может не радовать. А мы напоминаем, красный угол, синий угол по 2 секунданта, не более. Либо минус балл вашему бойцу. 2 секунданта, остальные уходим. Ну и вот, собственно, Кайрат Усенов сейчас обозначил правила. Максимум по 2 секунданта должны стоять в том или ином углу, или будет минус балл. Сейчас мы видим, что в синем углу находится аж 3 секунданта, но дело не в этом. Дело в том, что проходит непосредственно у нас в октагоне. А в октагоне следующее. Казабеков Джейнишбек насел на своего оппонента и прямо сейчас молотит его. Но браво, Махтыбек, действительно парень с большим характером. Умело защищается от этих ударов, но все-таки мы видим, что у самбиста-то опыта побольше, титул чемпиона, причем двукратного чемпиона страны по самбо, это вам не шуточки. Первый раунд в самом разгаре, и сейчас пошла жара. Пытается Рахманов выбраться из-под оппонента, но ему это не совсем удалось. Очень крепко насел Джейнишбек. Здесь неплохой эпизод. Взял оппонента за ногу. Ну, собственно, разменялись ногами, скажем. Но, конечно же, в лучшей позиции находится боец из Джалалабада. Пока по этим 3 минутам прошедшим можно сказать, что Джейнишбек выигрывает своего оппонента. И если все продолжится в том же ключе, то первый раунд будет за ним. Хотя, возможно, досрочная остановка. Если будет сдача от оппонента. Но Махтыбек непрост. И в грэпплинге имеет приличный опыт. Для молодого бойца уж точно. Но на турниры ВЕФ не приходят совсем новички, если уж мы говорим об этом. То есть у всех ребят, конечно же, за спиной большая карьера спортсмена в том или ином виде спорта. И именно поэтому, мне кажется, вообще смешанные единоборства стали настолько популярны, потому что здесь зачастую происходит смешение стилей. И на заре вообще данного вида спорта, еще в США 90-х годов, очень много было боев, в которых бойцы, например, исключительно кулачного стиля дрались с борцами, и тогда каждый пытался выиграть за счет своего какого-то эксклюзивного умения, но сейчас это все эволюционировало, это все вышло на совсем иной уровень, и мы видим, что даже на таких региональных турнирах все же бойцы имеют большой опыт противостояния не только
непосредственно Закончился в первый раунд. профильных Наши своих аплодисменты. дисциплинах, но и в целом в А мы напоминаем, смешанных что бойцы единоборствах. проводят 3 раунда по 5 минут с 1-минутным перерывом. Ну и, собственно, Красный угол и синий угол по 2 секунданта и не более. В октагон с рюкзаком заходить нельзя. Айрат Усимбаев сейчас последние указания раздал. Ну, собственно, первый бой, всегда так бывает в регионах. Понятно, не все торопятся следить непосредственно за правилами. Вообще, Кайрат Мусаев, прошу прощения. Вообще, World Air Time Federation в последнее время, наверное, захватил доминацию в регионе в плане проведения турниров. Сейчас это один из самых уважаемых и больших промоушенов. Очень много событий под эгидой этой организации проходит. И вот даже в этом месяце, если вы могли заметить, целых 4 события провели организаторы турниров World FMH Federation. Это турнир WF Selection 14 здесь в Акжаре, который мы с вами наблюдаем. Прошел в начале мая. Затем был турнир в Джалалабаде. Еще один турнир региональный, турнир Selection. Ну а затем, конечно же, глобальное событие WF Global 12, которое мы показывали в прямом эфире с Дворца спорта имени Кажимукана. Я думаю, все любители смешанных единоборств за этим турниром наблюдали с любовью и наслаждением. Что ж, смотрим за вторым раундом. Пошел в атаку Мухтыбек. Хочет доказать он себе и местной публике, что не зря появился в октагоне. Да, он проиграл первый раунд, но у него есть все шансы задоминировать во втором. Пошел в атаку Денишбек. Все-таки самбист, оно и видно, сразу бросается в ноги. Попытка была уронить оппонента на настил, но Мухтыбек не из простых. Действительно, говорящее у него имя, тейкдаун. Здесь скорее такой совокупный, скажем, оба бойца именно этого и хотели. А он, Денишбек, начинает бить коленом в корпус. Очень бой выглядит живо. Вот здесь неплохой захват, и Денишбек имеет хорошие шансы закончить бой досрочно. Начинает зажимать оппонента. Но Мухтыбек не сдается. Да, Рахманов действительно парень с большим характером оказался. И несмотря на то, что видно, что у Денишбека все-таки именно мастерства, наверное, чуточку побольше, тем не менее, Рахманов Мухтыбек за счет характера, за счет той самой настырности, да, держится в октагоне, не собирается сдаваться. Не смог его все-таки задушить Денишбек. В итоге вышел на неплохую позицию, насел на оппонента и попытается его с помощью ударов выиграть. Но из этой ситуации Рахманов выбирается и даже взял захват оппонента. Правда, потерял руку. Потерял руку, которую очень серьезно сейчас держит Денишбек. Да, против самбиста, конечно, в такой ситуации очень тяжело. Но мы видим, что на характере выходит и из этой ситуации Рахманов. Браво. В любом случае, как бы ни закончился этот бой, мне кажется, стоит похвалить как одного, так и другого бойца. Вышел даже победителем из той позиции Рахманов. И сейчас эти удары, да, не самые болезненные, но тем не менее они идут. Кажется, что Денишбек устал. Сильно взял какую-то паузу.
Интересно, слышат ли указания своих секундантов бойцы непосредственно, потому что у нас мы со студии, ну, собственно, и вы, зрители, наверняка слышите этот интершум, и такой гвалт стоит, что услышать какие-то отдельные реплики довольно тяжело. И в каком-то смысле это противостояние напоминает такую, знаете, хорошую школьную драку, где два бойца и 1 на 1, при этом все за ними наблюдают. Вообще, сама атмосфера турниров Selection, она отличается от того, что мы видим, например, в Global, но при этом нельзя сказать, что бои не зрелищные. Вы сегодня увидите, друзья, в первом выпуске очень много противостояний, и пускай бойцы не самые известные, тем не менее, бои вас порадуют, будьте уверены. И вот, собственно, я думаю, этот бой также многим любителям смешанных единоборств доставляет удовольствие. То есть судья принял решение оппонентов Так, неужели Махтабек сдался? Да, есть ощущение, что мы упустили тот самый момент. И действительно, судя по реакции секундантов, Рахманов Махтабек поймался на захват оппонента. И первый бой выиграет Джинишбек Казабеков. Да, тут, правда, победителю потребовалась даже некая медицинская помощь. Очень долго он лежал на настиле. И вот, собственно, вышел секундант. Да, после небольшой разминки, я думаю, да, мы слышим, судья говорит, нет, он победил. И действительно, довольно странная ситуация вообще. И в целом бой закончился неожиданно. Ну что ж, давайте послушаем Кайрата Мусаева. Сейчас он должен объявить победителя. На награждение приглашается Акжар айлының башчысы Султанов Арслан. А в этом бою во втором раунде за 4 минуты 25 секунд удушающим приемом победу одержал Казыбеков Джинишбек. Победа отправляется Джинишбеку Казыбекову. Поздравляем его с таким дебютом на турнирах ВЕФ. И, в принципе, заслужил себе право биться в ВЕФ Pro Fight. Ну и после небольшой паузы, собственно, переходим ко второй паре. Ко второй паре этого турнира. А вот он уже, первый боец, вышел в синий угол. Если я не ошибаюсь, это Айбек Улубаиш. Будет драться он с Орманбаевым Мухаммад Алиханом. Ну вот, оба бойца в октагоне. Итак, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты поддержим бойцов. Вторая пара турнира. Синий угол. Уроженец Карасу Кенджекул. Весовая категория 57 килограмм. Кандидат в мастер спорта по грэпплингу. Команда Кенджекул. Тренер Бегиев Чилек. Встречаем Айбек Баишкова. Его соперник красный угол. Уроженец Ольской области Алай. Призер ADDC грэпплинг. Боевой самбо. Команда Алай. Тренер Арзиев Азиз. Встречаем
Орманбаев Мухаммад Алихан. Бойцы в середину. Ну и, собственно, Кайрат Мусаев объявил обоих бойцов. Айбек Улу Баиш против Орманбаева Мухаммада Алихана. И мы будем смотреть очередное противостояние двух грэпплеров. У Орманбаева есть опыт по части самбо. Является он КМС по боевому самбо. И давайте понаблюдаем, кто же окажется сильнее в этом противостоянии. Сразу же отличная атака. Баиш пошел вперед, но мы видим, что за счет опыта Орманбаев все-таки позицию себе выиграл. Сейчас ногами охватил оппонента за корпус и находится в гарде в ситуации, когда все-таки его защитная позиция может в любой момент превратиться в атакующую. Неплохо раскрутился Баиш. И действительно бой очень зрелищный, несмотря на то, что проходит в партере. Оба оппонента настырные. Но вот здесь кажется, что Орманбаев взял все в свои руки. Отличный захват. И сдается Айбек Улу Баиш. Все. Как же быстро закончилось это противостояние, друзья. Бойцы в середину. Вот так. Второй бой оказался... На награждение приглашается Джилчиев Омарбек. Об этом бою удушающим приемом в первом раунде за 51 секунду победу одержал Орманбаев Мухаммад Алихан. Поздравляем Орманбаева Мухаммада Алихана с победой в этом бою. Я думаю, порадовал он многих и своих болельщиков, и, в принципе, тех, кто пришел его поддержать сегодня. Третий бой. Полчап-трас. Итак, боец в синем углу. Уроженец Орской области. Карасу. Весовая категория 71 килограмм, рост 177 сантиметров. Мастер спорта по ММА. Команда ОГПИ. Тренер Маткеримов Нурбек. Встречаем Чапкин Улу Кошой. Бойцы, поменяйтесь углами. Боец, который первый объявляется, первый приглашается, синий угол. Его соперник в красном углу. Уроженец Орской области Куршат. Его вес составляет 71 килограмм, рост 178 сантиметров. Ушу Санда кикбоксинг. Команда Кыргызстан. Тренер Кылыч Сархарбаев. Встречаем Респекулу Нурсултан. Ну и очередное противостояние, третий бой этого вечера. Довольно интересно будет понаблюдать. Подопечный Кылыча Сархарбаева Респекулу Нурсултан против мастера спорта по ММА Чапкырулу Кошоя. Оба бойца примерно идентичны по своим показателям. 71 килограмм, всего лишь на сантиметр выше роста Респекулу Нурсултана. И будем наблюдать за противостоянием любителей кулачного противостояния. Прошу прощения за тавтологию. Вот как-то так я сформулировал. Отличный бросок. Неожиданно Кошой пошел в атаку. Но это парень, который является мастером спорта по смешанным единоборствам. Целенаправленно готовил себя к октагону. И нелегко будет и Нурсултану Респекулу, и Кошою. Но пока в партере пошла возня, находится Чапкырулу Кошой под своим оппонентом, тем не менее держит его крепко ногами. И в такой позиции, конечно, скорее судья должен вмешаться. Да, именно этого ждали оба бойца. И мы вновь посмотрим за дракой в стойке. Отличная двоечка. Очень неплохо действует Кошой в стойке. Но пошел сразу же
клинчевать оппонента. Попытка уронить на настил. Не удалось, а вот здесь удалось. Но Нурсултан сопротивляется неплохо. Все-таки нельзя посрамить свою школу. Оба бойца являются уроженцами Орской области. И можно сказать, что действуют при родных трибунах. Наверняка очень много личных болельщиков обоих спортсменов сейчас за октагоном. И 2 минуты первого раунда. И совсем уж не скучно, друзья. Совсем не скучно. Я думаю, все-таки в турнирах Selection есть своя изюминка. Это действительно большая находка организаторов, вообще идеологов, скажем, организации ВЕФ, что они организуют такие турниры, дают путь молодым бойцам. Это большая мотивация для многих поучаствовать в турнире, показать себя, как минимум на республиканскую аудиторию, ну а затем выйти на международный уровень. Отличный встречный удар. И начинает Нурсултан, похоже, теряться сейчас в октагоне. Благо для него Кошой пошел в клинч. Вновь перевели в партер драку. Все-таки видно, что Чапкурлу Кошой более уверенно держит себя в стойке. Ну и в греплинге без слабых мест парень. Начало как минимум неплохое. Я думаю, у него будет довольно солидное будущее, если он продолжит этим заниматься. Действительно качественный боец. Потихоньку вечереет в Акжаре. Но это ничего. Дальше будем под искусственным освещением. Пошел размен. Пытается коленями работать Нурсултан, оперевшись на сетку. Такое правилами запрещено. Поэтому он отошел от угла. Неплохо так понадавали друг другу. Бойцы оба достойные. Но вот здесь серия ударов по Нурсултану. Тем не менее, Рыспек-Улу показывает, что он очень хорош именно в плане терпения. И сейчас не смутили его удары оппонента. Но куда более точно действует Кошой. Попытка ударить с разворота. Последняя минута первого раунда. И, конечно, силы на исходе. Все-таки поединок... Ой-ой-ой, тейкдаун. Как красиво. Но мы видим, что... Так. И, похоже, сдается. Да. После такого броска от Кошоя Нурсултан, видимо, потерялся. И пришлось ему признать поражение от оппонента. Ну и браво, Чапкурлу Кошой практически весь раунд доминировал, шел в атаку. И Нурсултан навязал ему равное противостояние, скажем, равные размены, но в них раз за разом Кошой выходил победителем. Давайте послушаем объявление. Об этом бою в первом раунде за 4 минуты 24 секунд техническим нокаутом победу одержал Чапкурлу Кошой. Поздравляем Кошоя с победой. Нурсултан показал достойный бой. Я думаю, у него будет еще шанс проявить себя, но в этом поединке именно Кошой получает победу и, скорее всего, получит возможность представлять себя и свою страну на турнире VF Pro Fight. Следующая пара сегодняшнего вечера.
Напомню всем, кто только подключился, друзья, это турнир Red Итак, Selection боец 14 в синем из углу. Акжар. Уроженец Орской области. Özgün. Его профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по валитуда. Его весовая категория составляет 71 килограмм, росту 85 сантиметров. Команда Альянс, тренер Исмаилов Айбек. Встречаем Бахтыбеку Белек и его соперник. Весовая категория 70 килограмм, его рост составляет 175 сантиметров. Уроженец Джалабадской области. Призер чемпионата Кыргызской республики по ММА 2018. Профессиональный рекорд. 7 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Команда РМ Айколь Манас. Тренер Амирахулов Нургазы. Встречаем Исмаилов Данияр! Ну и вот, собственно, пошли у нас уже бойцы чуть поопытнее. Бахтыбекулу Белек против Исмаилова Данияра. Оба бойца имеют в своем активе по 1 поражению. При этом процент побед довольно из 25 и высокий. первый раунд. Первый раунд, как сказал Хайрат Мусаев, 4-я пара сегодняшнего вечера. Мы видим, что оба бойца, настоящие профессионалы, очень уважительно друг к другу относятся. И к этой традиции бить друг друга по перчаткам перед стартом не забывают. Что ж, интересно понаблюдать. Но вот так визуально все-таки Белек выглядит. Вот он на ваших экранах сейчас в таких армейских шортах, скажем, цвета хаки. В свою очередь Данияр Исмаилов в синей форме. Белек выглядит чуточку помощнее и действительно на 10 сантиметров выше его рост. Хороший удар. Но весовая категория до 71 килограмма, если я не ошибаюсь. Бойцы в легком весе. И здесь в плане веса абсолютно идентично. Хорошая попытка, но все в воздух. И сейчас за счет этой ошибки Белека Бахтыбекулу Данияр находится в лучшей позиции. Пытается разминать оппонента ударами по ногам. Наверное, стоит позволить, да, подняться Белеку. Оба бойца, как мы видим, предпочитают работать в стойке. Не было даже попыток бросков. Скорее всего, мы увидим здесь классический такой кикбоксерский, скажем, вариант развития событий. Хороший лоу-кик. Хороший. Здесь была попытка от Белека встретить джебом. Но, точнее, встретить боковым с руки, но не удалось. А вот лоу-кик прошел 2 минуты. И потихонечку Данияр Исмаилов начинает захватывать инициативу. Очень уверенно держится в центре октагона. Ой, вот здесь хорошая двоечка. Сразу же, будто опровергая наши слова, Бахтыбекулу Белек начинает атаковать. Еще один неплохой прием. Но мы видим, что действительно бойцы любят свое дело и очень качественно дерутся. Пошел размен, и в очередной раз Белеку удается достать в голову оппонента. Все раз попал в лицо, правда, удары не самый сильный. А вот это неплохо! А вот это неплохо! Вы посмотрите! Какой же хай-кик! Это просто что-то невероятное. Шикарный удар в голову, точно, и это сразу нокаут. Да, Данияру Исмаилову не позавидуешь. Улучил момент Белек и На награждение приглашается Сулайманов Данияр. достал своего оппонента. Браво! Поздравляем Бахтыбекулу Белека. Отлично провел этот бой, несмотря на то, что казалось, что ко второй минуте Бойцы в середину. инициатива не за ним.
одним ударом положил оппонента на настил. Но все с уважением. Все с уважением. Действительно профессионалы, бойцы. 4-я победа в карьере Бахтыбек Улубелека. Ну а Исмаилов Данияр добавляет. В этом бою в первом раунде за 2 минуты 52 секунды нокаутом победу одержал Бахтыбек Улубелек. Ну и вот, собственно, увидели мы в этом выпуске уже и первый нокаут. И действительно противостояние не дают нам заскучать. Собственно, на сей раз 5-я пара, и турнир становится уже международным, если я не ошибаюсь. Должен быть таджикский гость турнира World Karate Match Federation Selection под номером 14. Battle in Акжар, да? Это противостояние в Акжаре. А я еще раз напоминаю, боец, который приглашается первым, синий угол. Биринчи чакырылган мушкер көк бурчка чакырылат. Он же встал, говорит, действительно, встал боец в синий угол. Видимо, ну и вот представитель Кыргызстана появляется в октагоне. Почетный. Давайте послушаем. В синем углу уроженец Узбекистана, весовая категория 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по муай-тай. Профессиональный рекорд, 2 победы и ни одного поражения. Команда Мангус. Тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем Миранчанов Арзумурат. И его соперник. Уроженец Орской области Харасу. Кандидат в мастер спорта по боевому самбо. Призер чемпионата Кыргызской республики по ММА 2016. Команда Карасу. Профессиональный рекорд. 1 победа и 0 поражений. Тренер Аманкулов Рашид. Встречаем Мамаджалиев Эрлан Мамачалиев против Миранчанова Арзумурата. Оба бойца еще не были побеждены в октагоне. Карьера не такая длинная. У узбекского бойца 2 победы. У Эрлана 1 победа в карьере. Эрлан сейчас на заднем экране в черно-серых трусах. В свою очередь Арзумурат выступает в такой экипировке с надписью «Бэтбой» спиной к нам. Ну и будет интересно понаблюдать первое, скажем, международное противостояние этого вечера. Лоу-кик от Арзумурата, и сразу в атаку пошел Эрлан, уложил своего оппонента. Но здесь не должен сопротивляться. Здесь как-то даже эмоции включились. Мамачалиев Эрлан, сумев уронить оппонента, не успел, дальше стал его добивать. И даже несмотря на апелляцию со стороны судьи, точнее на попытку разъединить бойцов, да, гвалт стоит невероятный. И действительно в первом таком противостоянии победу одержал боец из Кыргызстана, причем очень быстро. Поздравляем. Поздравляем Эрлана с этой победой. Техническим нокаутом победу одержал в первом раунде за 30 секунд Мамаджалиев Эрлан. Да, браво, Мамачалиев Эрлан. 5-й поединок этого вечера и заканчивается за 30 секунд. Что ж, кандидат в мастера спорта по боксу. Чемпион по панкратиону. Его вес составляет 62 килограмма, рост 67 сантиметров.
уроженец Карасуйского района, Мады. Команда Туолос, тренер Дима Журоев. Встречаем Ислам Улу Эляман и его соперник. Весовая категория 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Уроженец Орской области, село Харахулджа. Кандидат в мастер спорта по боевому самбо. Команда Алматы, Джашкуч. Тренер Абдиджалов Фарух. Встречаем Супатаев Ахтылек. Бойцы в середину. Шестой бой нашего вечера. Ислам Улу Эляман против Супатаева Ахтылека. Два бойца, которые После этого боя приготовиться. наверняка знают друг о друге и очень много изучали. Оба бойца являются кандидатами в мастера спорта. Один самбист. Первый раунд. И давайте посмотрим. Это будет действительно красиво, на мой взгляд. Предыдущие два поединка закончились очень быстро, нокаутами. Как будет здесь? В атаку отправляется Ахтылек. Тейкдаун. Очень красиво, но здесь Эляман, похоже, контролирует ситуацию и держит своего оппонента в крепком захвате. Поэтому, несмотря на такой очень эффектный бросок от Шупатаева, все-таки Ислам Улу, не сказать, что проигрывает. Вторая попытка. Когда-то эти броски на настил, я думаю, все-таки принесут ему пользу. Пока не очень. Пока не очень удается и очень много сил теряет подобными действиями Шупатаев. Учитывая, что оппонент его на 1 килограмм даже потяжелее, то здесь говорить о каком-то преимуществе приходится. Все-таки это легкий вес, даже легчайший. Здесь каждый килограмм на счету, а вот здесь неплохой захват. Отлично поймал Ахтылек. Все-таки с точки зрения именно греплинга, борьбы, самбисты выглядят очень сильно. Но Эляман встал в такой полупозиции, пытается пробивать оппоненту по корпусу. Интересно, насколько его хватит в такой ситуации. Ну и похоже, да, похоже, Ахтылек своего добился, сдался его оппонент. Приглашается многократный чемпион по ММА, гордость страны, Машрапов Телек. Довольно странно, не сумели мы рассмотреть, но похоже, что здесь судья принял свое решение и победа. Бойцы в середину. Давайте послушаем. Бойцы в середину. Удушающим приемом победу одержал Супатаев Ахтылек. Ну и действительно становится победителем шестого боя этого вечера Шупатаев Ахтылек, представитель команды Джашкуч. Поздравляем его с этим достижением, а мы, собственно, перейдем к следующему противостоянию. Вообще, турнир WF Selection 14 запомнился большим количеством боев. Запланировано целых 25 противостояний. На ваших экранах 7-я пара этого турнира. Боец в синем углу. Весовая категория 57 килограмм. Рост 163 сантиметра. Двухкратный чемпион Азии по грэпплингу. Чемпион Кыргызской республики по грэпплингу. Кандидат в мастера спорта по тайскому боксу. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи.
команда Шумхар. Тренер Елена Шевченко, Орунбаев Бекназар. Чуйская область, села Шупоков. Встречаем. Каримбай Бекнияз. И его соперник. Весовая категория 57 килограмм, рост 163 сантиметра. Таджикская республика, город Ходжант. Встречаем чемпион республики Таджикистана по ММА 2017. Призер чемпионата республики Таджикистан по грэпплингу. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Клуб Сок Файтер. Тренер Додобаев Бобур. Встречаем Шералиев Беркит Бургутали. Шералиев, Бекит Бургут Алиев. Похоже, что-то в таком духе сейчас произнес Кайрат Мусаев. Ну и, в общем-то, очередная международная пара. У нас боец из Шапокова, Каримбай Бекнияз. Очень перспективный парень, чемпион Азии, кандидат в мастера спорта. Первый раунд. Собственно, против не менее титулованного таджика, чемпиона Республики Таджикистан. Бойцы идентичны по своим показателям, 163 сантиметра рост, и в плане следующая пара. боевого опыта Нагматов Джомарт. тоже Джоламанов и Расул. Шералиев Бекит, давайте его так называть, Кыргызстан, всего лишь на 1 бой меньше провел. Здесь неплохой лоу-кик от Бекнияза. Вообще, Каримбай Улу, наверное, если победит в этом противостоянии, то мы сможем наблюдать за ним уже на турнирах профайт уровня. Отличный хай-кик. Пока гоняет своего оппонента из угла в угол. Но Шералиев держится. Держится очень серьезно. Мы видим, как концентрация невероятная в его взгляде. Сумел захватить ногу, но в итоге разошлись. В итоге все-таки разошлись. Ну и Каримбай Улу, конечно, чувствует поддержку родных трибун, и родные стены, как говорится, дома помогают. Здесь все за него в этом смысле. Поэтому такая визуальная, моральное преимущество именно за Бекниязом. Ну а как в этой ситуации? В принципе, повязал своего оппонента. Шералиев насел сверху, но ничего не может поделать. И сейчас поймал даже за руку. Но нет, вырывается таджикский боец. Мы видим, что он также очень хороший именно в грэпплинге. Размен пошел стопами. И кто же настоит на своем? Попытка вырваться. Очень и очень настырный боец из Таджикистана. Каримбай Улу, тем не менее, захватывает преимущество после этой ситуации. Оказался сверху. Что дальше? Здесь могла случиться ошибка, но... Но все-таки бойцы расходятся. Половина раунда уже прошла, даже чуть больше. И как мы видим, уже при искусственном освещении дерутся бойцы. Ну, нисколько это, конечно, не создает неудобств. Тем не менее, наблюдать за всем этим невероятно интересно. Хороший выпад.
Лоу-кик и вновь попытка бокового. Не попал дважды Бекнияз. Здесь контратака от таджикского бойца. Но неплох Ширалиев Бекит. Не будем принижать его достоинство. Вот здесь получил с двоечки-то. Но вовремя пришел в себя. Да. Но все-таки чувствуется, что мастерство у нашего кыргызского спортсмена куда более, нежели у Ширалиева Бекита. Чемпион Азии есть чемпион Азии, с этим ничего не поделаешь. В очередной раз роняет на настил и сейчас в такой позиции, с которой можно буквально добивать. Внимательно следить за всем рефери. Вот с этой камеры нам было видно практически. Ну что в итоге? Мы видим, что Ширалиев Бекит последние 10 секунд простучали. И похоже, что в первом раунде победителя не выявим. Довольно интересно. Очень интересно. Каримбаев Бекнияз на протяжении всего первого раунда владел преимуществом. Я думаю, об этом можно говорить открыто. Нужно ему сейчас немножечко отдохнуть. Подошли секунданты. Бекнияз имеет опыт на профессиональном ринге. 3 победы у него, 1 поражение. И наверняка сегодня хотел бы добавить копилку в победу. Очень старался весь первый раунд. Я думаю, прошел под его активностью. Но таджикский боец тоже не из злых ошибок, как говорится. Ну и заканчивается у нас перерыв. И, собственно, пойдут бойцы противостоять друг другу во втором раунде. Поддержим аплодисментами бойцов. Да, и несмотря на то, что действительно уже не просто вечер, уже такая себе ночь. И несмотря на погодные условия, все же очень много любителей смешных единоборств сейчас в Акжаре собрались для того, чтобы не пропустить ничего интересного. Напомню, 25 боев заявлено на этот вечер. Норматов Джомарт, Жоманов Расул. Заранее ведущий мероприятия Хайрат Мусаев объявляет следующую пару, чтобы были готовы, чтобы без задержек. Пока без особых активностей во втором раунде. Вот здесь немножко включается Ширалиев. Почувствовал он, что можно противостоять Бекниязу. Аккуратничают оба чересчур. Мне кажется, рефери должен немножечко подогнать как-то оппонентов. Пошел размен. Бекит работает двоечками, здесь пропустил. Хороший выпад от Каримбаева. Лоу-кик и погоня, удар в затылок. И вот здесь нужно протереть. Вы помните, друзья, как перед этим боем вышел специально человек из персонала, который протер и едва не подскользнулся в том углу. Бекнияз. Это все могло сказаться, конечно. Не дай бог здесь ненароком упасть, сразу же оппонент на тебе.
Никто не обязан следовать фейерплей. Мы видим, что Ширалиев Бекит почувствовал свою силу раз за разом. Именно он идет в атаку, но здесь скорее Бекниас хочет захватить инициативу вторым номером. Неплохо. После выпада в ноги вышел на ударную позицию. И сейчас нужно своего оппонента добивать. Но Ширалиев очень настырен. Болельщикам бой нравится. Вы видите, улыбающие лица. Да, здесь рефери решает развести бойцов, все-таки не затягивать время. Пускай показывают свой максимум. Минута 40 до конца второго раунда. Еще немного, и это будет самый затяжной бой на данный момент этого вечера. Неплохая подсечка. Каримбай-Улу над своим оппонентом пошел работать по корпусу, по голове. И рефери нужно останавливать, мне кажется. Здесь уже все. Да, браво Каримбай-Улу Бекниас. Поздравляем его с этой победой. 4-й выигрыш в его карьере. И всего одно поражение. Чемпион Азии. Трибуны скандируют «Молодец, молодец». Понятно. Елена Шевченко, под ваши аплодисменты. Ну и после небольшой паузы мы услышим объявление победителя официально. Очень устали оба. И сейчас приходится затрачивать очень много времени. Во втором раунде за 3 минуты 43 секунды техническим нокаутом победу одержал Каримбай-Улу Бекниас. Вот так закончилось у нас противостояние под номером 7 в этом выпуске. Впереди как минимум еще одна пара. Ну и давайте посмотрим за очередным международным, скажем, противостоянием. Боец из Казахстана будет противостоять бойцу местному. Небольшая пауза, видимо, ждут, да, разрешают бойцу зайти в октагон. В синем углу боец весовой категории 66 килограмм, его рост составляет 169 сантиметров. Кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, победитель Красноярского чемпионата по джиу-джитсу, призер Красноярского края, уроженец Орской области, Харасу, район Башбулак. Команда Спарта Башбулак. Тренер Эрмекбаев Абдрахман. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Встречаем Нарматов Джома! И его соперник. Весовая категория 66 килограмм, рост 180 сантиметров. Кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Уроженец Казахстана Атырау. Команда Алматы Джашкуч. Тренер Кубатов Музафор. Встречаем Жоламанов Расу. Бойцы в середину. И вот Расул Жоламанов, боец из Казахстана, против Джумарта
Нурматова, который имеет в своей карьере большие достижения армейские. Служил он в Красноярске, судя по всему, и совсем недавно вступил в колею профессионального бойца ММА. Очень эффектный, как мы видим, артистичный парень, и наверняка в этом стиле действовал и на протяжении своей армейской карьеры. КМС по рукопашному бою. Представители команды Спарта, Нурматов Джумарт. И чисто визуально Джумарт имеет, скажем, чуть более сбитое тело за счет меньшего роста. Конечно же, он сегодня будет при поддержке родных трибун. Тем интереснее будет понаблюдать за Расулом Джаламановым, который сейчас пошел в атаку. Боец из Атрау, из западного Казахстана. Представитель команды Джашкуч Алматы. Ну и сразу же в партере оба бойца повязали друг друга. Трудно даже представить, кто находится в лучшей позиции. И несмотря на то, что Джумарт находится ниже, но он все-таки держит оппонента за руку. Хотя мы видим, Расул за счет своих активностей мог получить лучшую позицию. Да. Джаламанов настроен очень по-боевому. Парень в синих трусах. Ну а мы видим, что Нурматов Джумарт все еще приплясывает в октагоне. Ему бы в фильмах сниматься, я думаю, очень колоритно выглядело бы. Действительно похож на такого бойца восточных единоборств. Наверняка задумается об этом по окончании непосредственно спортивной карьеры. Но пока у него все хорошо. Провел на профессиональной сцене первый поединок и его сразу же выиграл. Вертушка от Расула. Не точно. На любой выпад Нурматова Джумарта Расул пытается ответить. Но пока все мимо. Оба бойца выжидают хороших эпизодов для атаки. Вот здесь неплохой лоу-кик прошел. Сразу ответочка. Пошел замес. Удар с колена. Роняет на настил Нурматова Джаламанов. Неплохо попал по лицу и пытается нахрапом взять, но в этом эпизоде, похоже, ошибся. И сейчас Джумарт Нурматов захватил. Неплохой переворот. Насел сверху. И в такой позиции Джумарт даже может закончить бой, если получит с этого все дивиденды. Нурматов в атаке, но мы видим, как же хорош Расул. Перевернулся, извернулся, вывернулся. Видно, что оба бойца довольно характерные и сдаваться так просто не собираются. В итоге рефери принимает решение развести бойцов по углам. Первый раунд практически подходит к своему завершению. Еще полминуты. Джумарт включает провокатора. Пытается вызвать Расула на эмоции. Провоцировал его. Ну и так, пошли у нас игры в гляделку, скажем.
Оба бойца друг другу в глаза. И вот в последнюю секунду попытка была ударить. Закончился первый Да, но вот раунд. этот... кажется, возмущался здесь Расул Жоламанов в том смысле, что Джумарт не должен был пинать, как в футболе, знаете, лежачего бойца. Но ничего. Ничего. Все закончилось, как закончилось. Впереди нас ждет второй раунд. Это 8-е противостояние сегодняшнего вечера. Давайте еще раз напомню всех тех, кто сегодня участвовал. Первый бой Рахманов Мухтубек против Хазыбекова Денишпека. Победа удушающим за Хазыбековым. Второй бой Айбек Улубаиш против Урманбаева Мухаммед Алихана. Урманбаев также победил досрочно. Затем был бой двух бойцов из Орской области, Чапкурулу Пошой против Успекулу Нурсултана. И, наверное, это был пока что самый зрелищный бой. Пошой завершил Секунданты с октагона. тот бой также удушающим. Хотя поспорить за бой самый зрелищный здесь может быть Бахтыбек Улубелек, который отправил в нокаут своего оппонента на 30-й секунде ударом ногой в голову. Ну и, собственно, еще два противостояния. Узбекский спортсмен Миланджон Арзумурат проиграл Мамачалиеву Ерлану. Затем Исламулу Эляман дрался с Шапатаем Ахтулеком. Тот бой завершился также победой Ахтулека досрочно. По-моему, еще ни одно противостояние не длилось у нас до вердикта судей. И будет интересно узнать, как закончится этот бой. Вот здесь в атаке Расул Жоламанов. Два удара. Да, очень неплох казахский боец. Это стоит признать. Но Джомарт пока выжидает. Выжидает и пытается выстроить какую-то планомерную атаку. Еще один лоу-кик. Мы уже поняли, мне кажется, оппоненты друг друга, разгадали. Все-таки разведка весь первый раунд проходила здесь. Попытка так красочно выйти в атаку от Норматова Джумарта. Но видно, парень с задатками большого шоумена. Хороший выпад от казахского бойца. Пропускает выпад Расула Джомарт. Но второй раунд, скажем прямо, даже скучнее, чем первый. И нет никакой атаки. А вот здесь уронил на стил оппонента. Была попытка напрыгнуть сверху, не удалось. Все-таки Расул раз за разом достает Джомарта за счет того, что повыше он, и, соответственно, у него руки-ноги подлиннее. И несмотря на то, что эти удары не самые болезненные, тем не менее, они все идут в зачет судейский. И если вдруг это противостояние затянется, то как раз вот эти все очки могут пригодиться при вынесении окончательного вердикта. Обменялись ударами по ногам.
Неплохой выпад. И здесь встречка едва не получилась. Вот она пошла, жара. Неужели включились ребята? Ну, дальше все переходит в партер. Драться еще минуту 20 секунд в этом раунде. И судья принимает решение развести, да, в тупиковой ситуации. Люди хотят зрелища, и, честно говоря, оба бойца как-то слишком осторожны. Бой не за титул чемпиона мира, и, наверное, стоило бы быть чуточку активнее. Тем более, что видно подготовка у бойцов серьезнейшая, и не впервые им приходится выступать в подобной ситуации. Думарт откровенно работает сейчас вторым номером, но, возможно, это такая тактика. Хороший выпад от Желоманова. Боковой прошел. Кажется, подустал. Подустал Нурматов Джумарт. И вот этот сигнал ему очень даже на пользу. Успевает даже немножечко поговорить с трибунами. И поднял вверх руку, типа, ребята, у меня все под контролем, но будем надеяться. Сейчас выходят его секунданты. Так, объяснить, как нужно действовать в третьем раунде. Собственно, впервые за этот вечер мы с вами наблюдаем на противостояние, которое затянулось аж до третьего раунда. Такого еще не было. Но что случается впервые, возможно, даже мы увидим судейский вердикт, если ребята продолжат действовать в том же ключе, то все к этому идет. Если как-то объективно резюмировать первые два раунда, то все-таки они за Расулом Желомановым, представителем Атырау, алматинской школы Джашкут. Все-таки Джумарт Нурматов, несмотря на то, что очень красиво ведет себя в октагоне, но эффективности в этих действиях нет абсолютно. Нужно ему значительно прибавить в третьем раунде, чтобы выиграть досрочно, ну или хотя бы перевести симпатии судей. Третий раунд. В свой актив. Пошел третий раунд. Подготовиться к следующей паре. Маматкадыр Улу Нуркамиль. Вахабов Кахрамон. Кыргызстан, Узбекистан. Даярдан Трагус. Целая серия атак от Расула Желоманова приводит его к этой ситуации сейчас, находясь над своим оппонентом. Да, пытался его избить. Да. Поднимается Джумарт Нурматов. Ну и, собственно, к тем двум раундам прибавляется еще и начало третьего раунда, в котором он явно не лидирует. Давай, Джумарт, давай. Конечно, трибуны неистово поддерживают. И хочется в очередной раз, чтобы боец местный победил в этом бою. Публика в Акжаре, конечно же, будет поддерживать своего. И порадовать их бойцы обязаны. Ну вот, наверное, первый бой, в котором все-таки кыргызский спортсмен выглядит не так хорошо. Сумел выйти с этого угла. И мы видим, что Расул Желоманов тратит очень мало сил и энергии на перемещение. В свою очередь,
Джумарт как-то все время в припрыжку, вот эти лишние действия руками, попытка спровоцировать. Да, это такой стиль, но если он подкреплен дальнейшими хорошими атакующими действиями, вот, например, как у Джеламанова прямо сейчас, целая серия в очередной раз. Но справедливости ради стоит отметить, что Джумарт на характере буквально держится, выдерживает это все и ждет своего шанса. Возможно, он будет. Это все-таки ММА, друзья, и здесь бывает всякое. Бывает, что ты можешь проигрывать 3 раунда, остается последние там 30 секунд, и ты ловишь соперника на болевой. Ну, или просто отправляешь его в нокаут. И такое случается, и не раз мы это наблюдали, в том числе на турнирах World Air Match Federation. Прямым ударом оппонента к краю пригвождает Расул. Выдерживает Нурматов. Чуть больше минуты до конца третьего раунда. А вот здесь неплохо. Но сразу же получает очередную серию от Джеламанова. Последние 40 секунд. Нужно что-то предпринять нашему бойцу, чтобы выиграть. Тут все ищется судейским вердиктом, и мне кажется, он будет не на стороне Нурматова по такой ситуации. Последнюю атаку пошел, и, похоже, ошибся. Здесь может случиться переворот. Давайте посмотрим. 3, 2, 1. И, похоже, все, друзья. Похоже, все. Мы не останавливаем. Вот только-только звучит сигнал о том, что остается 10 секунд. В неплохой позиции находится Жомарт Нурматов. Все, бой закончен. Слышим мы Айрата Мусаева. Ну и вот концовочка довольно резвая. Будет интересно понаблюдать, что решат рефери. Мастер спорта Ушу Санда, самбо, чемпион Евразии по панкратиону, Аманкулов Рашид. Под ваши бурные аплодисменты встречаем. На награждение вызывается многократный чемпион Рашид Аманкулов. Ну и сейчас должны вызвать бойцов. А мы ждем решения боковых судей. Намекают нам операторы на то, что Расул Джеламанов смотрелся чуточку по весомей в октагоне. Но вот в конце Жомарт Нурматов пошел в неплохую атаку, из которой мог бы извлечь выгоду, но... Бойцы в середину. Об этом бою со счетом 2-1 победу одержал Джеламанов Расул. Да, поздравляем казахского бойца с победой в этом противостоянии. Ну а мы с вами, друзья, на этом прощаемся.